Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас. Вопросы езды верхом на животном или то, что в наше время называется ездой на авто и на средствах передвижения, содержат в себе большое количество суннатов и адабов, правил поведения. Именно поэтому мы должны извлекать из транспорта, который покорил нам Всевышний Аллах, много пользы. Первая польза, на которую Аллах указал нам, сказав следующее: первое, что нам нужно делать, когда мы пользуемся транспортом, это вспомнить о том, кто нам его даровал. А затем вспоминать блага Аллаха, говоря при этом: если человек захочет приобрести новую машину, то ему желательно помнить о том, что при первой езде на ней необходимо произнести «Бисмилля», а затем поблагодарить Аллаха, произнося следующие слова: «Хвала Аллаху, который одарил меня ею без моего старания и силы». Также является сунной говорить при первой езде или при получении ключей от машины следующие слова: «О Аллах, дай мне самое лучшее от этого, лучшее из того, ради чего оно создано тобой, и защити меня от худшего его, худшего из того, ради чего оно создано тобой». Желательно читать эту молитву, чтобы Аллах сделал благодать в этом и сохранил от вреда. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас очень важной сунне. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал сподвижникам: «Тот, у кого есть транспорт, пусть посещает того, у кого нет транспорта». Допустим, вы человек, имеющий автотранспорт, и вы знакомы с тем, у кого его нет. И, к примеру, вам надо поехать куда-то. Ну а возможно, и вашему знакомому или соседу необходимо поехать в этом же направлении. В этом случае семья соседа может поехать с вашей семьей. Но, например, в медресе. Это и есть единодушие, ведь в наши дни не все люди имеют машину. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, находился среди сподвижников как один из них. Однажды посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, представили верховое животное. При этом к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, обратились со следующими словами: «Садись, о посланник Аллаха». Пророк, алейхиссаляту вассалям, хотел было сесть, но, обратившись к хозяину животного, сказал: «Садись ты». Тот ответил: «О посланник Аллаха, садись ты». На что пророк, алейхиссаляту вассалям, возразил ему, ответив отказом: «Нет, хозяин животного достоин лба». Обратите внимание на высокую пророческую этику. Если вы хозяин транспорта, то именно вы и садитесь вперед, то есть вы заслуживаете почетное место. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, к сказанным словам добавил: «Я сяду только если ты представишь его мне». На что сподвижник ответил: «Я представляю его тебе, о посланник Аллаха». И только тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел вперед и сел на переднюю часть спины животного. В наши же времена подобное мы можем наблюдать в ситуациях с автомобилем. То есть, если кто-либо садится в машину другого человека, то ему следует дождаться, пока хозяин автомобиля не укажет ему место, куда именно ему сесть. А хозяину автомобиля, в свою очередь, также следует предложить пассажиру хорошее место, возможно, даже уступая и свое, кроме тех случаев, когда пассажир отказывается принимать это предложение. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был отменным наездником, при этом призывал и других правильно ездить верхом. То есть иногда указывал, напоминал, наставлял. В наши дни это можно соотнести с вождением автомобиля. Сегодня человек проводит долгое время в машине, и чтобы распределять свое время с умом, он может слушать в транспорте аудиокнигу. Ведь некоторые люди таким образом выучили Коран наизусть, слушая его аудиоверсию в машине. А кто-то также, находясь в транспорте, прослушал очень много книг по науке. Сегодня имеется много средств, которыми мы можем воспользоваться для блага, используя сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А особое внимание стоит обратить на сильную тревогу, ругань, а также волнение и гнев, которые испытывают водители.
Ведь на сегодняшний день одно из самых тревожных мест, где люди сердятся и ругаются, крича друг на друга, это машина. Особенно во время пробок, в жаркое время и в час пик находишь людей в очень раздраженном состоянии, порой на грани срыва. И это и приводит к упрекам и ругани, а ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил нам ругань. Однажды сподвижник ехал верхом на осле и упал. При этом он произнес следующие слова: «Долой шайтана», то есть поругал шайтана. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повернулся к нему и мягко сказал: «Эй, не ругай шайтана. Если ты будешь ругать его, то он станет большим, как дом, и скажет: я смог победить его. Ты лучше скажи бисмилля, ведь если ты будешь говорить бисмилля, то шайтан будет становиться маленьким-маленьким, пока не станет как муха». Люди в состоянии гнева ругаются и упрекают друг друга, а ведь впоследствии может получиться так, что наши улицы будут переполнены шайтанами. А шайтаны, как известно, проникают вглубь сердец. Ах, если бы люди занимали себя полезным и говорили бисмилля, когда им тяжело в дороге. Это очень важный вопрос, связанный с верховым животным. Некоторые люди думают, что цена человека связана с тем, чем он владеет. На самом же деле цена человека в его личности, то есть в его сущности и в принципах. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не уделял особого внимания материальному. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассаляма, ездил верхом как на верблюдице, так и на лошади и на осле. А в наши же дни некоторые люди вынуждены тратить большие деньги, чтобы купить машину какой-то определенной марки. Все потому, что они твердо убеждены в том, что машина повышает статус человека. А ведь такие мысли не должны посещать человека. На мой взгляд, суть нашего рассказа в том, что, находясь в машине, мы обязаны следовать многочисленным адабам и суннам пророка, алейхиссаляту вассаляма. И тогда, находясь в транспорте, который Аллах субхану ва тааля дал нам во владение, то есть покорил его нам, мы будем совершать путь, подобный пути следования за пророком, саллаллаху алейхи вассалям. А от этого в каждый час нашего нахождения в машине мы будем умножать в нас любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, которая даст нам шанс быть любимыми Аллахом субхану ва тааля. Скажи: о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас.